вижу в том, что мы, сдав этот экзамен, фактически не выходя из дома, можем разослать свои результаты по вузам, в которые мы желаем поступить. Сегодня на базе ЦРТДЮ собрались родители выпускников 11 классов, классные руководители, директора, заместители по учебной работе, для того, чтобы повести разговор о том, как правильно готовиться к очень важному экзамену в жизни. ЕГЭ – это не просто экзамен, это еще и путевка в жизнь, это путевка в высшее учебное заведение. Поэтому важно знать порядок проведения ЕГЭ, важно знать права, обязанности, всю процедуру подготовки и проведения единого государственного экзамена. Такой разговор мы считаем очень необходим, потому что сама процедура, она очень регламентирована, требуется знание не только предмета, но и определенных ограничений. В частности, это прослушивающее устройство, в частности, это металлоискатели и масса других ограничений. Поэтому на экзамен ребенок уже должен прийти подготовленным, спокойным психологически. Родители должны знать основные моменты, как готовиться к ЕГЭ, какими сайтами можно пользоваться при подготовке к экзаменам. Ну и я думаю, что вот такой совместный разговор должен сделать и ребенка, и родителей подготовленным для того, чтобы наши дети сдавали экзамен уже в спокойной обстановке и получили хорошие результаты. Успешная сдача ЕГЭ – это наша с вами общая задача, решение которой и у семьи, и у школы есть своя зона ответственности. ЕГЭ в этом году будет по процедуре больших изменений нет. Также остается видеонаблюдение в каждой аудитории, в каждом пункте проведения ЕГЭ и металлоискатели для того, чтобы дети не принесли запрещенные вещи. То, что касается процедуры. А новшества касаются в основном содержательной части ЕГЭ. Кратко я могу сказать, что первое новшество – это было сочинение, которое писали выпускники 3 декабря и 4 февраля. Те, кто не написал ни 3 декабря, ни 4 февраля, могут написать 6 мая. Это первое изменение. Второе изменение касается предмета математика. С этого года он видоизменен, содержит 2 части – базовый уровень и профильный уровень. Третье изменение по предмету иностранные языки введена устная часть по иностранным языкам, говорение. Следующее изменение – это изменение подачи заявлений. До 1 февраля дети должны были определиться с выбором предметов. Следующее изменение – убрали дополнительный период. Это очень важно. Сейчас выпускники прошлых лет, которые хотят поступить в вузы, они уже не будут иметь права прийти в июле и сдать ЕГЭ, как это было в прошлые годы. Они должны до 1 марта определиться с выбором предметов и подать заявление. Это одно из наиболее важных, скажем так. И следующее изменение – право участников ЕГЭ пересдать любой неудовлетворительный результат не ранее сентября месяца. У меня сын заканчивает башкирскую гимназию, и мы надеемся поступить. Ощущение, у меня первый ребенок сдает ЕГЭ. Я волнуемся очень сильно, конечно. С выбором университета, института мы еще не определились. Будем подавать, наверное, много, потому что очень сильно надеемся в бюджет поступить. Наш город ежегодно показывает очень хорошие результаты по основным предметам. И по сумме всех предметов мы входим в десятку лучших муниципальных образований. В первую очередь это по русскому языку, по математике, по физике, биологии и обществознанию.